Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 13 июня 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Посмотрим, какие будут взаимоотношения, какая будет работа, если она у вас есть, какие будут финансы и что будет неожиданного в этот день. Так, будем подсказывать из цыганской колоды. Итак, у нас паж жезлов. Паж жезлов – это карта, когда мы только что-то начинаем, когда мы пробуем что-то новое, когда мы стараемся проявить какие-то свои способности, таланты, все, что в нас заложено. И это может у нас получаться не всегда хорошо, да, не всегда получается так, как мы хотим, но вот мы стараемся здесь себя показать. И карта говорит о том, что это все-таки довольно-таки успешно будет. Это день такой позитивный, радостный, когда у нас много энергии на все, на дела, на отношения, на какие-то поездки, прогулки и так далее. Да? То есть вот нам хочется сегодня очень много успеть, нам хочется вот взять от дня максимум. И хочется обратить на себя внимание. Вообще вот это у нас карта и с детьми очень часто связана, да, может быть, делами детей будете заниматься, либо, может быть, много внимания, времени им уделять, может быть, будут у детей какие-то конкурсы, какие-то соревнования, потому что это все-таки жезлы, да, это движение. Что еще здесь может быть важно? Так, паж жезлов – это у нас астрологически Солнце во Льве, да, значит, мы здесь можем отдыхать, но активно, скорее всего, да, мы можем здесь посещать парки, турбазы, кто-то там в кино, в театр может пойти, ну, если театр возможен, да, вот в нашей ситуации, вот, может быть, просто какие-то интересные фильмы. Такое состояние счастливое достаточно, состояние, когда мы выздоравливаем, если болели, если, допустим, у нас появляется новый поклонник, да, то вот здесь вот ухаживания такие могут быть. В общем, карта праздника, карта радости, карта какого-то... Знаете, очень часто публичные выступления идут по этой карте, когда у нас не очень много в этом опыта, да, это может быть, кстати, там ролики на YouTube или еще что-то такое, либо просто вот себя снимаем, потом выкладываем в сеть. Что еще здесь интересное? Может быть, в какой-то игре, допустим, можете участвовать, в соревнованиях спортивных, может, с кем-то будете там пари заключать, кто-то ставки какие-то, может быть, делает. Так, что еще интересное, важное? Начало каких-то отношений, влюбленность. Вот знаете, самое начало, когда еще никаких обязательств, вот просто вот романтика и все. Теперь что будет помогать? Отшельник. То есть мы будем очень много времени и внимания тратить, энергии тратить на то, чтобы произвести впечатление, и нам нужно будет время в течение дня, чтобы уединиться, чтобы побыть с собой, чтобы восстановить энергию и силы. Вот это будет хорошо. Кроме того, не нужно забывать о чувстве долга. Если вы кому-то что-то обещали, даже если себе что-то обещали, нужно обязательно выполнить. Да? Плюс, возможно, какую-то часть дня нужно потратить на наведение порядка, может быть, уборка. Хорошо бы сегодня задуматься о том, как вы проводите каждый свой день, какие у вас привычки, может быть, что-то здесь нужно привести в порядок тоже, поменять. Так, что еще здесь может быть? Может быть, будете много работать со средствами связи, то есть общаться через там, интернет, телефон и так далее. Так, что еще полезно у нас здесь? Брать на себя ответственность, заботиться о других людях. Если, допустим, это рабочий день или просто у вас есть какой-то интерес к какой-то профессии, да, профессионализм можно здесь свой нарабатывать. Так. Ну, знаете, если, допустим, вам
у вас возникнет вопрос по здоровью, неплохо было бы проконсультироваться с врачом. Вот это у нас карта тоже бывает, врачей показывает, целителей, да. Также, если у вас в доме, в квартире есть какие-то неполадки с электрикой, с сантехникой, то неплохо было бы это сегодня решить. Что не делать здесь, да, тройка жезлов, вот в этот день лучше не искать помощи в других людях, не искать одобрения других людей, а быть довольными собой, для себя все делать, да, то есть самое важное — радовать себя, и не важно, кто что скажет. Тройка жезлов — это у нас карта, которая говорит о том, что мы очень сильно стараемся произвести впечатление, потому что не уверены в себе, да. Вот все равно нужно стараться не зависеть от чужого мнения для того, чтобы вот день прошел хорошо, чтобы не было огорчений каких-то у нас. Потому что, ну, всем не угодишь, да, и каждый человек когда-то там делает какие-то первые шаги, учится, и естественно, что он, может быть, не делает это как-то, ну, там, самым лучшим образом. Поэтому нужно как бы принять вот эту позицию, эту ситуацию и не думать, что люди другие скажут. А теперь для отношений выпадает карта суд. Если вы были в ссоре или у вас были сложные взаимоотношения, не было понимания, то вот есть возможность примириться. Очень хорошая карта для того, чтобы переводить отношения на новый уровень, но для этого нужно будет, видимо, разговаривать друг с другом, именно говорить то, что вы на самом деле чувствуете. То есть очень правдиво здесь нужно будет общаться. Для тех, кто в поиске партнера, карта говорит о том, что вы вполне можете сегодня встретить нового человека. Для тех, у кого уже есть пара, но вот все, что я говорила сегодня про день, к вам относится. А здесь праздник, здесь успех, счастье. На вас обращает внимание ваш партнер, ваша семья вас любит, вы тоже обо всех заботитесь. То есть очень хороший такой праздничный, солнечный день, настроение замечательное. Для тех, кто в ссоре, шестерка червовая, для вас тоже есть возможность примирения. И, возможно, даже сегодня как раз вот такой поворот к примирению произойдет. Для тех, ну, работа у нас старший аркан Иерофант. Для тех, кто работает, сегодня, да, у нас выходной день, но для тех, кто работает, скорее всего, вы будете решать какие-то каждодневные, привычные дела. На работе вас уважают, на работе у вас как бы все своим чередом идет, у вас есть власть, у вас есть возможности, то есть очень хорошая карта, да, и, может быть, даже будете кого-то учить чему-то важному, да, вот именно по профессии. Если же вы не работаете сегодня, то здесь, скорее всего, общение с родителями, какие-то вопросы дома, вопросы семьи, или, может быть, обучение на дому, да, здесь вместо работы. Для тех, кто в поиске работы, сегодня не день для этого, не время. А для тех, кто работает в этот день, здесь какие-то могут быть возможности новые, какие-то перемены могут быть сегодня на работе. Может быть, сегодняшний день просто не так проходит, как обычно. Какие-то, может быть, люди какие-то новые обращаются, приходят, да, или, может быть, как-то приходится режим, график менять. В общем, как-то здесь по-другому. Но это у нас в любом случае какие-то положительные перемены. А для тех, у кого свое дело, здесь, конечно же, коммерческие сделки любые просто великолепно. Можете очень хорошо заработать. Кроме того, здесь может быть и новые клиенты какие-то издалека появляются. Может быть, вы сами как-то расширяете территориально свой бизнес, да, то есть уходите в дальние какие-то, может быть, регионы. Так, для денежек, да, у нас карта Луны, ну, в основном расходы на семью, на дом, на недвижимость, на отдых, там, на питание, в общем, самые такие необходимые вещи. Кстати, вот, может быть, кто-то будет серебро покупать, серебряные какие-то вещи. Вот по этой карте очень часто возвращаются деньги, которые мы потеряли. Или вдруг, допустим, куда-то положили, не могли найти, да, вот можем найти деньги. Так. Может быть, денежки будут приходить от работы на дому.
Ну, в любом случае, здесь вот как-то все немного, да, то есть самые такие необходимые средства приходят, которые нужны нам. Так, теперь для тех, кто работает, семерка пиковая, это вот прям уже карта денег, да. И для тех, кто, ну, кстати, вы можете не только их получать, но и тратить. И можете какую-то информацию об этом получать, о ваших деньгах. Счета, может быть, оплачивать будете. Может быть, там почтовые какие-то посылки, допустим, приходят, или какие-то бандероли, да, можете оплачивать. Или, может быть, через интернет, допустим, заказывать какие-то вещи тоже. Вот здесь вот денежки такие, которые вот мы не в руки даем, да, а просто через кого-то отправляем. Для тех, у кого свое дело, у вас здесь могут быть какие-то неожиданные доходы, да, неожиданные. Может быть, какие-то новые у вас здесь клиенты, новые связи появляются. И довольно-таки успешно. Может быть, не все из них вам в дальнейшем будут приносить доход, но вот сейчас уже что-то вы можете добавить к своей финансовой стабильности. Да? То есть, в принципе, у вас здесь, возможно, даже намек на то, что нужно что-то поменять в денежной сфере, как будто бы вам или нужно учиться управлять финансами своими, да, денежным потоком, либо учиться как-то их вкладывать правильно. Ну, может быть, те доходы, которые к вам приходят, может быть, вам их нужно в какие-то инвестиции вкладывать, но этому нужно учиться. А теперь неожиданности. Четверка чаш выпадает у нас как неожиданность дня. То есть, скорее всего, у нас будет такой праздничный настрой, когда мы думаем, что свернем горы, но сам день, он может как бы дать такое вот состояние: ничего не хочу, да, оставьте меня в покое, дайте мне посидеть в одиночестве. То есть вместо того, что мы настраивались на какой-то праздник, на веселое времяпровождение, может появиться желание отдохнуть. Не нужно ему противоречить, то есть вы просто, может быть, слишком много думали об этих выходных, да, и слишком много энергии потратили на эти мечты. И вот нужно просто побыть немножечко в тишине, восстановиться, и как бы ваше состояние будет таким, какое и должно было быть. Чем закончится день? Десятка червовая. В кругу друзей, в кругу семьи, в кругу близких людей, когда вас понимают, о вас заботятся, вы сами точно так же относитесь к другим людям. Ну, в общем, в принципе, очень хороший, комфортный день. Друзья, всем желаю прекрасного настроения, чтобы все сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.